я могу посоветовать для тех людей, кто уже чувствует, что он, ну, условно, погряз, да, что он не может выйти там из негативного мышления какого-то, да, из постоянных переживаний, из осуждений, там, сплетен, там, ну, то есть каких-то вот состояний, которые заводят его в минус, да, забирают его ресурсы, то есть они не дают ему развиваться, они не дают чувствовать себя, то есть он направлен на внешнее, на кого-то, на что-то, на какие-то воспоминания, на какие-то ситуации. То есть первое, что нужно делать, это не разговаривать ни с кем о прошлом и что не так. Конечно, кроме своего терапевта. Да? То есть к терапевту, к психологу, к гипнотерапевту вы приходите, вы передаете все, что вас беспокоит. Но на улицах с друзьями не обсуждать никакие негативные разговоры, да, никакие негативные темы. То есть, и если такое токсичное окружение у человека, да, потому что человека формирует его среда, то просто нужно корректно ему сказать, что извини, я намерен находиться сегодня в гармоничном, спокойном, счастливом состоянии. И мне совсем не хочется говорить о болезнях, о том, что не так, о том, что у кого произошло плохого, там, обсуждать какие-то катаклизмы, убийства, войны, то есть что-то. То есть я не хочу впредь в эти темы погружаться. Да, и если человек адекватный, он поймет. Да, если у человека что-то произошло, естественно, вы посочувствуете, вы сделаете все от вас возможное, но вы это к себе принимать не будете. Да? Можно вот той методикой воспользоваться, которую я сказала. Потом не говорить о болезнях. Не сплетничать, да, не обсуждать все, что было в прошлом, даже если это яркое какое-то эмоционально наполненное позитивное событие, это тоже может забирать энергию, ресурсы из настоящего. То есть представьте, что у вас в настоящем есть такой заряд счастья, да, то есть вот у вас 100% счастья в настоящем моменте. Вы пошли, поговорили с кем-то о том, что у него не получилось, там, машина там врезалась или еще что-нибудь, и взяли из этого 100% баланса счастья, кусочек отпилили и отдали в прошлое. Хотя это прошлое и этот разговор о каком-то негативном событии никакого смысла вот здесь и сейчас не имеет. Он не принесет фактически ни материальных, ни эмоциональных, никаких результатов. То есть вы просто отдали свой кусочек счастья на какую-то эфемерную ситуацию, на какой-то разговор. То же самое касается и будущего, да? Когда у человека какие-то иллюзии, какие-то мечты, какие-то желания, но он сидит на диване и просто желает, ничего для этого не делая, то он берет из своего баланса счастья, кусочек отрезает и отправляет туда. И у него так и идет то на прошлое, то на будущее. Вот он говорит, вот когда-нибудь в будущем я буду жить счастливо. Да? А почему у тебя уже здесь есть баланс счастья, почему ты сейчас не живешь счастливо? Зачем ты будешь ждать будущего? И будешь отдавать свое счастье в настоящем на будущее? Где в этом смысл? То есть это будущее счастье, оно тоже не приносит человеку счастья в моменте. И если вот это, получается, мечта, да, к которой человек хочет стремиться, но ничего для этого не делает, она тоже может являться сливом его ресурса, его энергии в настоящем моменте. Для того, чтобы этого не происходило, разговоры нужно заменять на позитивные, а мечты нужно подкреплять действиями. То есть, когда мы не просто в иллюзии находимся, да, а когда мы к этому что-то еще добавляем, да, то есть для того, чтобы у человека формировалась полная гармония, он достигал своих целей, да, он приходил к своим мечтам, да, там, у него было там, здоровье, там, отношения крепкие, еще что-то. Для этого нужен баланс нескольких составляющих. Первое – это состояние. То есть состояние счастья, состояние того, что у тебя уже это есть, нужно формировать прямо сейчас, независимо от того, есть у тебя уже это или нет. То есть состояние – это первично. Как его начать формировать?
представлять, то есть заходить в ту же самую мечту, представлять, как будто у тебя уже это есть. Да? Вот когда у меня ничего не было, я представляла себя вот в белом костюме, рядом там с центром своим, да, рядом там с машиной, там, с любящим, с любимым мужем, там, с детьми. То есть у меня этого еще ничего не было, я просто представляла. Но отличие от иллюзии в чем? В том, что я еще и шла к этому. То есть помимо состояния нужны еще и действия. Конкретные действия, которые приближают тебя к этому состоянию счастья. Но этого тоже недостаточно. Помимо состояния и помимо действий нужна еще и информация. Человек с, с недостаточным количеством информации, он просто может сделать неправильные действия, да, или пойти, совершить ошибку и остановиться, например, да. Поэтому ему нужно постоянно заниматься своим саморазвитием, своим образованием, повышением квалификации, обучением, да, то есть он должен постоянно совершенствоваться. А это не про гонку за успешным успехом? Когда в зависимости от амбиций и от того, какая именно у человека цель, да, у кого-то цель счастливая семья, да, а у кого-то центр какой-то огромный центр реабилитационный, восстановительный, а у кого-то огромное количество центров по всему миру, да, например. Кто-то там президентом хочет стать, а для кого-то очень хорошо было бы стать инженером, да, и это верх его амбиций. То есть смотря, что человек хочет в жизни. Вот, поэтому, когда нарабатывается этот ресурс, и амбиции могут увеличиваться у человека, и состояние, оно не должно быть тем, как будто бы не сейчас у меня это есть счастье, а будет тогда, когда я достигну. Это как раз-таки и есть достигаторство, потому что человек, который достигнет цели, он ее обесценит, и он поставит другую и будет идти к другой цели, то есть он не будет удовлетворен. Да, то есть, и вот это и называется гонка, когда человек, достигнув цели, ей не удовлетворен, ему надо дальше бежать. Да? А наша задача идти к этой цели, получать удовольствие в моменте, то есть вот это счастье держать в настоящем, да? Не отправлять его ни в прошлое, ни в будущее. То есть счастье держать здесь и сейчас. А для этого нужен фокус на себя. Фокус на себя, на свои внутренние ощущения. Каждый человек обязан просто научиться слышать свое тело. Если человек что-то говорит, предлагает, там, поехали туда, или давай откроем такой-то бизнес, или давай сделаем это, и у человека сжимается все тело, у него происходит внутреннее сопротивление, у него какая-то появляется дрожь, или у него какие-то чувства проявляются, которые, говорят ему: нет, тебе туда не надо. Но он не слушает, и он через ум: умный человек сказал, надо делать, идем и делаем. И он уже где-то на цели этой понимает, что, так это вообще не моя была мечта, это была мечта того человека, а я ему помог, да, а сам-то я хотел с детства на скрипке играть вообще. Как раз-таки это и свидетельствует о том, что человек вовремя не услышал себя. А когда человека зовут, говорят: вот, давай, мы сейчас с тобой вместе откроем центр, мы сейчас там поможем миллиону жителей планеты Земля, да, они будут счастливыми, они выйдут из депрессии, там, они разовьют свой бизнес, там, у них родится там по 4 детей, да, то есть и ты чувствуешь, что у тебя поднимается внутри, то есть что тебя это заряжает идея, то вот оно, это твое внутреннее ощущение. И вот эти внутренние ощущения нужно сначала научиться в себе отслеживать, а потом жить по ним. Не каждый человек может отключиться от ума, да, от анализа, и это тоже нормально. Некоторым людям нужно только через анализ подходить, но некоторым людям нужно через свои внутренние ощущения. Но все категории, да, то есть все люди любых национальностей, любых видов, любых сфер деятельности, они все имеют тело.